salep, bir de çay ve cappuccino laktozsuz lütfen. Teşekkür ederim. Yok. У меня, кстати, крымско-татарский хуже уже, чем турецкий, так что на крымско-татарском меня ничего не спрашивайте. Среда же? Да. Нет. А вы супруги, да? Да. Потому что вы сказали, что вы проект вместе делаете, на то, что вы супруги. А это тоже проект. Это не похоже, да? Нет, это классно, когда общее вообще такое А по-другому детище. не получится. Это круто. Твой блог, он как вырос? Я просто не с самого начала был. Вот до 1000 ты долго росла? В Ютубе? Да, У именно меня YouTube. были попытки тоже разные, я пробовала. Я вообще изначально создала английский YouTube, потому что я переехала в Дубай, для меня... И там у меня как-то мысли начали появляться на английском постоянно. Да, ну, аудитория большая. Да, и аудитория большая, как-то я думала, буду делиться на английском. И вот я сделала английский YouTube, и у меня там вообще очень все печально росло, просмотры были очень низкие, и я прекрасно понимаю про вот это состояние, когда там теряешь мотивацию. Да. И у меня не было регулярности там, я не снимала регулярно. Вот. А потом в какой-то момент я перегорела, оставила этот английский YouTube, продолжала делать Инстаграм и ТикТок только на английском. И у меня уже какой-то класс аудитории пришел именно с английского контента. То есть вот тогда меня... То есть ты перелила контент, да? Нет, имеется в виду, что да, аудитория в Инстаграме в основном у меня тогда выросла, когда вот я делала на английском все. Вот. И потом в какой-то момент я сделала, по-моему, один ролик, какой-то полезный ролик на YouTube про то, как устроиться в авиакомпанию Emirates на русском языке. На другой канал я его залила. И вот тогда, на самом деле, я поняла, что нужно... Где-то я, наверное, это услышала, потому что я тоже обучалась, там какие-то обучения брала. И где-то я услышала, что нужно брать такую тематику, не которая интересна узкой аудитории, опять же, которая интересна будет большому количеству людей, и которая интересна не тебе, потому что ты вот думаешь, блин, как это интересно, но это может быть неинтересно людям. А взять то, что гуглят, то, что вбивают в поиске YouTube. Ты прям смотрела? Я прям просматривала, я прям искала эти триггерные темы для людей. И вот тогда я выбила для себя там основные, да, там, как устроиться в авиакомпанию, сравнение авиакомпаний. Ты еще работала в авиакомпании? Да, я еще летала в Emirates. На самом деле, то, что у меня начал расти YouTube, и у меня пошли рекламные интеграции, мне дало уже смелость такой уходить, потому что уходить вообще там никуда. То есть ты уже работала, да, по YouTube? То есть у тебя уже приток был? Да, у меня вот пошла очень хорошо аудитория, начала расти, и где-то, наверное, может быть, через месяцев 6 у меня пошли уже, даже меньше, где-то через 4 месяца регулярного постинга я делала 4 видео в неделю. Да, это много. Да, то есть это были видео такие. На самом деле я не запаривалась насчет монтажа и съемки, я просто ставила телефон с хорошим светом, ну, естественным, и записывала, рассказывала. То есть они были информативные и полезные. И вот люди начали подписываться, а потом я сделала просто на чистом энтузиазме, на вдохновении влог какой-то из командировок, из поездки в Стамбул влог у меня вышел тоже. И вот они тоже зашли, потому что они были такие прям настоящие, но там была как бы и польза, потому что жизнь стюардессы как бы это цепляло. Всем же интересно, что там. Конечно. И видите, я еще брала вот этой вот темой блог стюардессы именно Emirates. Потому что когда я летала в Emirates, я поняла, что есть прям реально толпу фанатов стюардесс Emirates. Ну вот, может быть... Выглядит или что? Ну вот нет, дело даже не в этом. То есть как бы, может быть, люди не знают об этом, но на самом деле очень большое количество людей, девушек мечтает стать стюардессой именно Emirates. Эту компанию прям вот реально возвышают. Есть люди, которые просто подписываются на блоги Stewardess Emirates, потому что вот им нравится. Может быть, какой-то образ. Ну, может быть, компания. ну, видимо, да. Я просто это поняла, потому что даже с ТикТока тогда мне можно было ничего не делать, просто условно там я в форме, стою, улыбаюсь на камеру, все, летят подписчики, летят лайки, и ну тогда качество аудитории было не очень, потому что на такой контент приходят, то есть как бы не особо, да, люди заинтересованные. А когда я уже дала какую-то информацию, да, там о себе рассказывала, влоги, там путешествия, то уже люди начали подписываться заинтересованные. Вот, ну, самая фишка, наверное, была в том, что ролики, которые прям интересны людям. И я прям смотрела, я вводила в поиске, что гуглят, что смотрят. По своей тематике, по авиации. По своей тематике я выбила для себя где-то, наверное, может быть, 5 тем, которые я хочу раскрывать в блоге. Это авиация, жизнь в Дубае, саморазвитие и просто лайфстайл, да, там. Еще какие-то, может быть, моменты. Широкие темы у тебя. Да, и вот, ну, основное, это, конечно, авиакомпания Emirates, работа в авиации.
И вот когда у меня пошли первые интеграции, на самом деле интересно, что англоязычные вот эти вот мои сотрудничества с англоязычного рынка, с Дубая, у меня тоже были сотрудничества, они часто были без оплаты, просто там мы вас пригласим, мы вам подарим, вот, и как будто бы... Ну, нормальная тема, стоила эта тема? Ну, нет, я скажу, что как будто бы даже вот когда я уже вышла на русскоязычную аудиторию, прям очень сильно бренды реально готовы были платить. Еще в тот момент, я так понимаю, запретили рекламу Target в России. О, это самая тема. Да, и бренды начали закупать рекламу у блогеров. И тогда еще, по-моему, Инстаграм закрыли. Получается, YouTube люди продолжали смотреть, а Инстаграм закрыли. Вот. И тогда очень сильно покупали рекламу на YouTube, и я прям очень сильно вдохновилась. И условно у меня был даже период такой, когда я там условно за 3 ролика заработала всю зарплату Emirates, и такая, все, я могу уходить, я могу увольняться. Но, конечно, нет тоже такой прям стабильности в этом, да, то есть условно... Ну, это тоже как свой бизнес получается, проект с блогингом. Да, это ИП, это абсолютно работа на себя, круглосуточная, все время работаешь. Ты сначала вкладываешь, и ты не знаешь, когда эти деньги вернутся. Потом они раз возвращаются в хорошем сумме, потом, например, какой-то простой. И вот так ты как бы пытаешься нащупать. А вот этот момент, смотри, вот этот момент, когда ты что-то делаешь, у тебя уже принятие произошло, все ты делаешь, что надо делать, а что делать. И момент, когда ты такая, о, так это же, с этого же можно жить. И вот ты знаешь, сколько я не анализировал вообще блогеров, их путь, и свой путь я тоже анализирую, я понимаю, что он не всегда очевиден, этот момент. Что вот люди говорят, вот условно говоря, Ришат, да, Алиев, он говорит, Дил, я с рекламой я живу. А я не могу, я в это поверить не могу, что можно с какого-то Инстаграма просто жить, закрывать счета, покупать там, не знаю, там что-то, машины какие-то, там что-то платить. Это супер неочевидно. Ну, в Дубае он, наверное, не выживет. Не Дубай, это мы про Крым говорили. Но это не важно, понимаешь, то есть все равно, когда ты 100 раз услышишь, это как будто бы не так ощущается, как ЗПшка, понимаешь, вот что-то стабильное. И вот этот момент у тебя когда произошел? Ты когда такая, о, подожди, так я же все, я же свободная уже, все получается. Я думаю, что у меня это понимание пришло еще с английского блога, когда я просто начала снимать. У меня начали расти подписчики, первые там 1000 просмотров, что-то, 1000 подписчиков. Тогда это были просто циферки в Инстаграме, которые меня радовали. А в какой-то момент начали приглашать. И вот я вот прихожу, условно, в ресторан. Ну вот, сам ресторан пишет мне, например, там, мы вас хотим пригласить, вы можете прийти, попробовать все наше меню, также вы можете взять с собой кого-то. И вот ты приходишь, условно, с подругой, когда вы раньше там приходили в ресторан и думали, блин, а что взять, чтобы там не очень много потратить, и тут тебе приносят все. К нам даже, ко мне даже выходили владельцы ресторанов, типа, здравствуй, ну, там, на английском, понятно, знакомились, там, рассказывали, и я думаю, боже, у меня там 5000 подписчиков, а для них я, ну, такой вес имею, как блогер, да, потому что им важно, что вдруг вот я сделаю классный контент, заинтересую людей. И вот я, наверное, тогда поняла ценность блогинга, что даже, условно, если у тебя не так уж много подписчиков, тебя уже будут в обществе как-то заинтересованы тобой, потому что ты можешь дать какую-то огласку. И в Дубае вот начались приглашения ресторана. Я помню просто там, условно, я забыла, что такое платить за себя в ресторане, если я там иду по своему желанию. Тебя на свидание тяжело пригласить, да? Да, потому что не удивишь. Ну, реально топовые классные рестораны звали и угощали всем, там, условно, первое, второе еще с собой. И все для того, чтобы там, условно, я в сторис рассказала про них, сделала отметки. Потом салоны какие-то красоты, я не знаю, магазины отправляли одежду, но не платили. То есть из-за того, что блог был маленький для того, чтобы платили еще за это деньги, они не платили. Бартер. Был бартер, но бартера было много. Условно, там, мне нужно пойти к стоматологу, по бартеру пошла. Ну, это уже интересно, есть, реально, это уже не ресторан. Да, я же говорю, и салоны, и клиники сотрудничали, что там еще, спортивные залы. То есть я реально жила таким лайфстайлом, который как будто бы я очень много трачусь, но я ничего не тратила, просто делала там условно... А картинка-то такая? Да. Я тут, я там, а все-таки ничего себе, мы там были, 15 тысяч заплатили. Да, это факт. И вот в тот момент я поняла, что, блин, оказывается, блог вообще это так легко, то есть, условно, там я должна была 1000 дирхам отдать в ресторане, а я просто пошла и меня всем угощали. И я понимала 100% ценность, а в какой-то момент мне, по-моему, начали платить даже за сотрудничество, ну, совсем немного, то есть, там, условно, я помню свою первую рекламу, у меня там была 500 дирхам. Но это сколько на доллары? 500 дирхам, в долларах я сейчас не скажу, но... Давайте я переведу. Но... Мне там отправил какой-то бренд, короче, худи, ну, то есть толстовки какие-то, 14 000 рублей.
Вот. Ну, нормально. Да, как бы. и на тот момент я помню, что 500 дирхам это был, по-моему, полет, это было 2 полета разворотных в Emirates. То есть, условно, мне нужно сделать один рабочий рейс в Египет, условно, Ага. и еще один разворотный рейс там, по-моему, ну, там, не знаю, как короткий какой-нибудь, может быть, там в Бахрейн. И вот это 2 дня, это трудная работа, с утра до вечера ты в самолете, ты обслуживаешь огромное количество пассажиров. И эти же деньги. И тут я просто распаковала худи, надела их, пофоткалась, и мне заплатили эти же деньги. И я тогда А ты не думала... обесцениваешь сейчас свой путь? Ты же до этого худи сколько пахала? Ну да, но все равно люди, блогеры, которые говорят, особенно у которых хорошо прям получается, у кого там реклама до $5000, и они говорят, блогинг это тоже работа, конечно, 100%. Сейчас вот, когда я делаю сотрудничество, компании присылают ТЗ, мы подписываем договор, это все очень, это непросто. Они иногда там, им не нравится, заново нужно переснимать. Но труд, который делают бортпроводники в самолете Это за 500 дирхам, труд. это не сравнится. Но тут, конечно, еще же интеллект, как бы, ну, нужно было Чуть-чуть к этому надо, как-то да, прийти, отскакивать. то есть не каждый же Подскакивал, бортпроводник. То есть, условно, даже когда я снимала блог, многие бортпроводники такие говорят, что за бред ты делаешь, что за фигней ты страдаешь. Видишь, это не очевидно Да. вообще. Ни для кого. Ни с той стороны, ни с той стороны. Да. Это, знаешь, как будто какая-то вот такая межкомнатная такая есть прослойка, и с той стороны не понимают, и с этой стороны не понимают. Слушай, ну вот на самом деле многие об этом так и думают. Ой, что там в сторис, там худи одела, условно говоря, да, и деньги заработала. Но есть же вот эта вот пустыня, так называемая, вообще в продакшене, в производстве всегда есть такое понятие пустыня смерти, когда ты полгода делаешь и вообще ничего. Я как бы об этом всегда читал, в этих книжках умных читал, и когда я с этим столкнулся, я реально там нормально погорел. То есть, и по сути, поэтому выживают немногие, скажем так, и идут дальше. И ты же, получается, немножко обесцениваешь вот это свое упорство, свою веру в себя. Тебе бортпроводник говорит, там, мы с тобой по $5000 получаем, ты что там вообще кривляешься, сидишь возле этого иллюминатора? А ты понимаешь, что в этом, возможно, будет какая-то перспектива. Свобода, Да. да. Ты же как будто бы как визионер, понимаешь, ты как будто можешь немножко предвидеть будущее. Поэтому это, да, это интересно. Смотри, получается, это в начале, да, блога было? Давай немножко откатимся назад. Потому что я примерно представляю твою крымскую жизнь. Это нормально. Мы когда приехали с детьми сюда на 3 недели, ну как такой уикенд, знаешь, и мимо школу проходили, там такой ор стоял. Я думаю, не. Турция это не наша страна, мы здесь учиться не будем. Ну, своя страна. Ты знаешь, я смотрел твои фотографии, которые у тебя были в Крыму, когда ты там в детском саду работал, там преподавателем, там инструктором. И это такая депрессия, мне казалось. У тебя прям на лице все было написано, что это не твое вообще. То есть ты там что-то, детки там что-то сидят. Вот кому-то это нравится, знаешь, с детьми там что-то копошится. А ты стоишь, как будто тебя вот из другой вселенной выдернули, туда поставили, и вот ты вот такая там. Расскажи про этот период жизни своей, потому что про Крым мало чего мы знаем, и я ничего не знаю практически про Крым. Что там у тебя в Крыму было? У меня была обычная жизнь, непростая, мне кажется, потому что у нас родители разошлись. Ты в Симферополе жила? Да, я жила в Симферополе, но в плане как бы у меня не было такого прям счастливой картинки там детства. То есть были какие-то сложности у родителей, потом они развелись, мы переехали к бабушке, там тоже свои трудности. Мама уехала на заработки, мы росли с бабушкой, я рано стала взрослой. Ты один ребенок семьи? Еще сестра у меня есть. Вот, мы рано как бы повзрослели, взяли на себя ответственность. Вот, поэтому в Крыму, да, в Крыму было прям сложно. Но, опять же таки, у меня были прекрасные бабушка с дедушкой, мы росли в любви и родственники. У нас религиозная семья, достаточно такие консервативные все. Вот, и я тоже росла такой религиозной, очень-очень девочкой такой вот, да, ну, с такими вот прям ценностями и в плане даже, наверное, можно сказать, какими-то ограничениями, которые я делала для себя не потому, что вот так мне сказали, потому что я думала, да, что мне так нужно. Вот, при этом, конечно, я была современной такой, мне очень нравились тренды какие-то, я за всем всегда следила за трендами, и я выросла на фильмах иностранных, то есть я там не смотрела, условно, там, турецкие сериалы, я не смотрела в подростковом возрасте, несмотря на то, что я учила турецкий, я обожала англоязычный контент. И, наверное, вот это мне дало какое-то понимание, что как-то по-другому люди живут. Англоязычный контент, да, то есть фильмы, условно, сериалы, блогеров. Я смотрела очень много иностранных блогеров. Я вот даже в том возрасте в школе, ну, не школа, может быть, да, и школа, наверное, и школа, и университет. Вот с того момента, как появился YouTube, я смотрела англоязычных блогеров. Я прям обожала их контент, их влоги, прям вот ежедневные влоги я смотрела. Наверное, поэтому
где-то в глубине души я и хотела что-то делать подумай, подобное. я тоже так смогу, по идее, да? Да, да. Ну, не было что снимать, согласись. Да, нечего было снимать. Нет, на самом деле я помню, даже когда я в колледже училась, у меня был очень классный колледж, я училась в туристическом колледже, после 9 класса я туда ушла. Это не, наверное, партизаны? Это ТНУ, который, Я понял. Таврический вот этот колледж, я пошла туда, и мы очень много путешествовали, у нас был офигенный факультет, да, мы прям по Крыму путешествовали, мы никуда не летали, но мы делали какие-то кемпинги по горам, там открывали палатки, и были очень интересные такие у нас классные мероприятия, и я всегда хотела снимать влоги вот с этих событий. Но тогда у меня было чувство, что подумают, что скажут. И я помню, даже своей близкой подруге говорила, вот, блин, давай вместе влоги снимать. Она такая, да ну ты чё, типа все будут смотреть там из колледжа. Вот. Хотя я тогда, помню, даже сняла какие-то ролики, и просто они у меня были закрыты чисто для себя, мы там веселились. Но я снимала, фоткала всегда, то есть даже мы тогда не знали про профессию блогеров. Мы просто это делали, вот мы то, мне кажется, поколение, которое уже вот, когда выходили гулять, мы фоткались. Ну, то есть зимой мы там могли в платье выйти в снегу на каблуках, чисто просто, чтобы сфоткаться там на фотоаппарат. Вот. И это очень сильно нравилось, то есть мы прям жили этими фотками, этими видео. И вот тогда в Крыму я пошла на англоязычный факультет, в КИПУ я пошла. Тогда я училась одновременно в 2 университетах, получается, я свой колледж заканчивала, туристический, и параллельно училась уже на высшее образование. Филфак, да, у меня был филологический. И вот тогда я начала подрабатывать, заниматься с детками, просто как подработка в университете для меня это была. Вот, и у меня хорошо получалось на самом деле, то есть, условно, я там взяла одного ребенка, да, его родители порекомендовали меня кому-то, и вот так это пошло. Да, и я занималась, ну, у меня где-то там в неделю я там 10-20 учеников брала, и у меня прям очень хорошо получалось, вот, но было тяжело, то есть, условно, я университет совмещала, колледж, потом у меня еще права я получала, с детьми занималась, мне было сложно, конечно, но... Наверное, мне это нравится, такой ритм немножко, когда я загружена, мне как будто бы интересней. Вот, и потом я попала на работу в Тантана. Это типа Балален, типа такая тема, да? Да. Вот, я уже не помню, как я туда попала, если честно, но, в общем, там я получила работу и начала заниматься там с детьми. Но вот сказать, что мне это прям было, ну, что мне было тяжело или там я страдала, нет, я обожаю тоже детей. И мне с ними нравилось и проводить время, и готовиться к урокам. Просто уставала физически, наверное, потому что там, условно, после университета еще потом с детками много энергии. Но ты не чувствовала, что это как будто бы, ну, слишком, вот эта вот нагрузка такая? Нет, я не чувствовала. Я вообще в целом не тот ребенок и не тот подросток, который там вот пострадать. Я такая, надо делать, надо брать и делать. И я даже и в семье такой была всегда, что вот я там, наоборот, даже кого-то из взрослых могла подбивать на что-то. Поэтому нет, ну было тяжело, конечно, ну там условно я не загонялась в это сильно, я такая, так, все, давай дальше. Условно, тогда меня радовали какие-то вот даже зарплата, да, там первая зарплата, я что-то могу купить, класс, я что-то могу там себе какую-то свою хотелку, да, закрыть. Вот. Нет, было на самом деле нормально, было достаточно хорошо, просто потом в какой-то момент я понимала, что путешествия, о которых я очень мечтаю, там условно, да, смотря вот влоги людей, смотря там какие-то блоги или читая там, не знаю, какие-то посты, их, для того, чтобы их реализовать, там условно зарплата учителям, ну, она мне никак не... Ну да, ограничения. Да. И вот тогда были несколько вариантов. Teaching China, по-моему. Я очень хотела на Work and Travel в Америку, но его тогда не было уже в Крыму. Ну, поехала бы, да, если было бы? Ну, не знаю, опять же таки, он же еще платный был. Тогда я помню, тоже это где-то $1500 нужно было платить этот взнос какой-то. Вот, я помню, это недорогой был проект, который вот Work and Travel. Вот, но я не знаю. И потом тоже далеко, может быть, меня и не пустили бы, не знаю, но мне бы хотелось. Teaching China я смотрела, помню, у нас в университете предлагали, но там в Китае нужно было, да, мне не хотелось. И вот потом я пошла работать в аэропорт на сезон просто в нашем аэропорту, в Симферопольском, когда он... наземный сотрудник. У меня просто пошла в аэропорт? Да, у меня же диплом организации туристического обслуживания,
И в этом колледже мы как раз-таки и говорили очень много и про авиацию, и про эту тематику, про в целом, да, перемещение, про коннекшены, то есть у нас было это направление. И в аэропорту тогда требовался сотрудник наземного обслуживания. Это, по сути, ну, то, что вы видите, когда вот регистрацию проходите, да, вот эти девочки, которые регистрацию делают. А есть еще сотрудники, которые приходят в самолет, узнают, какая нужна служба и какие нужны услуги в борту самолету, да. Передают эту информацию наземному обслуживанию и контролируют весь вот этот процесс, который происходит на земле. Условно, там уборка зашла, топливо привезли, пассажиры начали уже идти на самолет. Вот этим всем мы занимались 3 месяца. У меня близкая подруга там работала, и как раз им требовался тоже человек на работу. И она говорит: хочешь, приходи вот на 3 месяца, тут хорошая зарплата. И, конечно, там высокие зарплаты платили. Ну, выше среднего, да? Да, выше, ну, среднего, наверное, ну, может быть, выше среднего. Нормально, да? Ну, выше зарплаты учителя, я думаю, в школе. Вот. И почему? Потому что там у нас были ночные смены также. То есть мы работали днем 2 дня условно, потом выходной и потом 2 дня ночью. Ну, то есть там какие-то смены у нас были. Вот. И это было сложно, и плюс иногда нужно, не иногда, а периодически нужно было выходить на перрон. То есть на перрон идти, летом это жарко, и потом уже в сентябре месяце прям было холодно вечерами очень сильно. Ну, то есть из-за этого там зарплаты, конечно, выше. Вот. И работа была очень интересная. Так я начала впервые заходить на самолеты, потому что до этого я не летала в целом. Ты даже не думала, да, про самолеты вообще? Нет, я, наверное, где-то думала. Я слышала про... в университете, вот когда я думала там про Teach in China, про Work and Travel, я также слышала про то, что кто-то улетел в Turkish Airlines работать, кто-то поступил здесь на Turkish Bourse. То есть какая-то информация там, тут, она пролетала, конечно. Но тогда четкого понимания, что там я буду стюардессой, у меня не было. Вообще в целом не думала, что это реально даже. Вот. И просто какие-то там тут... Мне кажется, знаете, вот когда ты думаешь о том, что ты хочешь переехать, ты хочешь путешествовать, что-то откуда-то ты слышишь, да, оттуда, и потом по итогу какая-то из этой информации, она по итогу тебе на самом деле пригождается. Вот, и тогда я вот начала ходить постоянно на самолеты, общаться с экипажем, а какие авиакомпании, как вы вообще стали стюардессой, да, там я у этих девочек спрашивала, у стюардесс, с которыми я взаимодействовала. И вот многие говорят: ой, даже образование никакое не нужно, авиакомпания тебя всему научит. И вот тогда у меня вот этот шаблон и, собственно, и упал, что... Только язык нужен, да, по сути? Да, ну и то вот эти вот российские авиакомпании даже и язык не нужен был. Ну, да. Ну, то есть там, знаете, как от знания языка будет зависеть, куда ты полетишь. Если ты знаешь английский, они тебя за границу отправляли тогда. А если нет, то там по России просто летаешь. Вот. И тогда, я помню, одна стюардесса у меня спросила: а ты как вообще английский? Я говорю: ну, я его хорошо знаю, я как раз-таки закончила университет. Она говорит: так вообще ты в арабские авиакомпании можешь. Я говорю: а какие там? Она говорит: ну вот Emirates, говорит, этих. И я помню, тогда она сказала: у них там вообще бассейн в домах, в комплексах. Она говорит: ты знаешь, говорит, как они там живут? И я такая думаю: как это так? У них прям бассейны прям типа дома? Она говорит: да, у каждого, говорит, дома свой бассейн. Вот. И тогда, наверное, я впервые услышала уже так четко, да, что вот есть Emirates, и туда прям реально как-то... Я говорю: а как? Она говорит: ну, вот, наверное, на сайте. Говорит: я точно не знаю, ну, поищи. И вот я начала искать. И опять же, когда ищешь, ты где-то и найдешь. И я начала искать, гуглить, смотреть. Потом оказалось, что у моей родственницы есть знакомая, которая тоже работала в Emirates какое-то время. Она тоже, кстати, крымская татарка, но она нигде не афишировала, да. Вот. И тогда я помню, уже вот от информации моей родственницы начала изучать и подала первую заявку на сайте, поняла, что как делать, да. Первый раз мне не ответили, они вообще просто был игнор. И через время пришел ответ, и тогда я работала в аэропорту. И когда мне пришел ответ, я уже почувствовала, что, по-моему, у меня получится. Хотя это было только приглашение на собеседование. Но я летела уже на собеседование. Куда, к ним? Нет, нужно было полететь в Москву. Ну, то есть на тот момент можно было выбрать крупные такие города: Москва, Белоруссия, да, там Минск, Киев. Короче, они по крупным городам летали. И летают, в принципе. Ты за свой счет, да, прилетела? Да, я как раз вот эти деньги, которые в аэропорту заработала, я купила билет, у меня тогда мама в Москве как раз жила, и прилетела, прошла собеседование, но я понимала, что, есть риск. Тогда мне еще в нашей вот этой школе, которая у нас там на Фонтанах открылась, мне работу предложили преподавателем английского. И сказали, что если хочешь работать, то уже прям нужно прям сейчас соглашаться, потому что, они прям ждут, да.
Я думала, блин, перспектива хорошая, потому что это прям пешком от моего дома условно. Это школа искусства, это 4 президентов? Вот я не знаю, какой номер ей на дали. фонтанах, вот на Пятачке вот этом, да, последняя? Ну, она, по-моему, одна из новых крымских татарских школ, да. Да. Вот, и тогда я помню, ну, на тот момент девочки из универа, я такая думаю, блин, вроде как престижная работа, да, предложили, там, и я так буду близко жить к работе, но я понимала, что вот перспектива, я пыталась представить свою жизнь, свою рутину, я такая пешком по этому тротуару, туда наверх и туда вниз, и думаю, блин, вообще не то, ну, вот не отзывалась, да, не откликалась вообще никак, не знаю, там у нас еще, знаете, на фонтанах постоянно во время дождей вот такие лужи были просто. Она тоже оттуда просто, там рядом прям. Я помню эти лужи. И когда я думала об этом, я думала, блин, что-то не то. И вот на самом деле вот на вот этом чувстве, на внутренней интуиции, что как будто бы это не то, чего я хочу, я, наверное, пошла вот в это новое. Потому что если бы я тогда не прислушалась к себе, ну, я бы сделала, как все делают, да, пошла бы по безопасной вот этой дорожке, школа, там, я не знаю, что там дальше, социальные вот эти вот все стандарты. Но на тот момент я рискнула. Я, правда, даже сейчас, когда я какие-то решения уже как взрослый человек принимаю, я думаю, блин, вот Сание тогда, в 21, она бы не боялась. Потому что сейчас я уже из-за того, что я, ну, есть чем рисковать, да, там условно, я уже взрослая, я уже осознанный человек. Уже как будто бы рисковать не так легко, как тогда было. Тогда мама сильно переживала. Она говорила, Сание, как это арабская страна, ты никого там не знаешь, как я буду? Тебя кто-нибудь украдет? Да, кто-то украдет, что? И я такая, нет, я всех переубедила вот этим своим настроем, я всех переубедила, сказала, не переживайте, 100% все будет хорошо, я вас в Турцию всех отвезу, вы Стамбул увидите. И так и получилось на самом деле, что потом вот и попутешествовали, и мама сейчас уже здесь живет со мной. Вот. Ну, в общем, на тот момент, да, просто я как будто бы пошла за тем, что на самом деле очень хотелось мне. И в университете, я помню, я даже у преподавателей спрашивала, блин, а как можно реализовать себя, чтобы вот путешествовать и этим зарабатывать? И они на меня так смотрели и думали, о чем это говорит эта девочка? Вот, и я прям прямой такой вопрос. Ты правильные вопросы задавала себе. Да. Ну, от вопросов много зависит просто. Вот смотри, получается, что сейчас активная твоя фаза действия – это помощь другим девушкам устроиться, да? И на самом деле это тоже очень интересный кейс, как бы, да, потому что всегда, когда человек, который производит контент, он думает, так, а как я могу заработать? Это же нормальная история, да? То есть к чему в итоге это может привести? Там, одно дело просмотр рекламы, это понятно, но вот эта сторона мне тоже очень интересна. Смотри, и здесь есть такой интересный такой момент. У нас в основном, у людей, есть такая вот по щучьему велению, да, то есть что-то мало сделать, много заработать, вот такая история. Это как будто бы какая-то ментальная программа. И стюардессы как будто попадают в эту тоже категорию. Вот девочки что-то там стояли, поулыбались, взлетели, сели, там деньги заработали, там 5 тысяч, не знаю, 3 тысячи долларов, выше, чем среднее. И ты начинаешь людям, девочкам этим помогать устроиться. И вот первый момент вот такой, смотри. Ты же понимаешь, насколько это дико сложная, тяжелая работа. Ты не чувствуешь, вот, ну, ответственность это грубо сказать, но вот эти ожидания девочек, ты видишь, что кто-то поступит, кто-то не поступит, ты же с ними общаешься, кто-то мягкотелый, кто-то не выдерживает эту нагрузку. Просто на тебя посмотришь, ты маленькая, хрупкая девушка, а там надо же пахать как-то, да? Вот этот момент, ты как, ты объясняешь им вообще? Может быть, вам не стоит в авиацию идти? Или ты в первую очередь работаешь, чтобы, ну, тоже заработок, это тоже имеет значение? Грань, продать курс и объяснить человеку, может быть, это не его. Ну, я не могу за них решать, они же сами поймут, их это или нет. Фишка в том, что даже если человек условно устроился в авиакомпанию и пролетал там пару месяцев и вернулся, но она не особо много потеряет. Условно, обучение моего курса она оплатит себе уже с первой зарплаты, плюс авиакомпания ее также домой и отправит. Вот, то есть, ну тут как бы попытка. Очень многие, на самом деле, в эту сферу так много людей хочет, правда, попасть, и мне очень часто пишут люди, там, условно, из возраста там 40-50, Санием. Да, я так мечтала, но вот можно ли сейчас? Я такая думаю, блин, вот в 50 человек, прикиньте, осознание, человек хочет стать стюардессой. Вот. Поэтому я думаю, что 100% в раннем возрасте, если уже закрадывается эта мысль, нужно уже попробовать, потому что потом, ну, даже в 40 уже поздно будет Поздно пробовать. 40, да? Ну да, конечно, даже в 35 уже поздно.
А если хорошо выглядишь? Ну, вот если хорошо выглядишь, 35 можно, но уже 36, ну, очень сложно. Прям шансы маленькие. Мы вот на обучение стали не брать уже после 30. То есть, Сразу да, мы сразу говорим, что все, извините, мы можем, если человек сильно хочет просто погрузиться в мое обучение, может, там ему интересно, окей, можно, но вероятность того, что не получится, я прям четко озвучиваю, что, скорее всего, это будет отказ, потому что есть ограничения по возрасту. Но дело в том, что ты можешь летать как бортпроводник до 55 лет. То есть это не значит, что 35 все, карьера закончилась. Да, просто начать нужно в раннем возрасте. Потому что они считают, что в 40 лет человек уже не сможет адаптироваться к этому лайфстайлу. Да. Это чисто математика, это же не просто так. Да, потому что... Физика. Ну и математика тоже. И логика еще. Потому что реально ведь, если в 21 ты туда трудоустраиваешься, твой организм еще как-то привыкает, и такая, окей, такая нагрузка, и ты живешь, и люди реально привыкают. Вот даже джетлэг у бортпроводников его часто и не бывает, потому что это постоянный джетлэг. У меня, кстати, такое было, когда был ковид, и мы долго не летали, и потом мы опять начали летать, мне было сложно вернуться вот опять в полеты. После долгого перерыва, короче. А тут человек 40 лет жил нормальной жизнью, спал ночью, да, там условно, и тут приходит на эту полетную жизнь, им будет сложно. Вот, поэтому не берут. Ну и, в принципе, у арабских авиакомпаний вот это стандарт, что бортпроводники новенькие, они такие молодые все, это прям картинка же их, они же еще и статус свой хотят поддерживать. Да. Вот, касаемо учеников, они у меня, на самом деле, у меня вначале было такое, что вот каждому я должна там 100% дать максимальный результат. Потом я поняла, что на самом деле кто-то приходит ко мне на обучение, но ничего не делают. Обучение. Да, но они, например, ничего не делают. Ну, условно, вот у нас есть определенные задания, да, которые нужно выполнять. Условно, там, подготовить рассказ о себе на английском правильный, да, там, самопрезентацию, выучить ее наизусть и научиться ее рассказывать. Я рассказываю, что нужно написать, какие фразы нужно использовать. Мои преподаватели проверяют на грамматику весь этот текст, да. Но условно, если человек его не сделает, мы не можем за него написать рассказ о нем, да, то есть который он будет в дальнейшем на интервью самопрезентацию делать. Или мы не можем его выучить. А есть ребята, которые приходят, и вот они ничего не делают. И потом они и возврат не хотят. Они просто такие, ну, блин, простите, я ничего не делал. Ну, бывает у вас возврат? Да, у нас было за 3 года моей практики, у меня было 3 возврата. Одна девушка забеременела. Одна девушка была разочарована во всем и попросила вот возврат. Она, кстати, была из Крыма. А на каком этапе? На каком этапе она разочаровалась? На каком этапе? У нее возраст был какой-то там, по-моему, 30 с чем-то, 35 или 36. И мы поняли, что и очень низкий уровень английского языка. А это как бы очень маленький процент того, что она сможет трудоустроиться в авиацию. И, видимо, когда она покупала, я же сама не продаю, у меня есть менеджеры, да, они объяснили программу, вот программа, и она сказала, что да, ей все подходит, купила, но уже в процессе обучения она поняла, что в бортпроводники ей сложно будет попасть, и мы начали ей предлагать, я, да, в том числе, начала предлагать и другие варианты. Пилотом, агентом по недвижимости. Там просто сидишь и все. На самом деле, вот мы предлагали агентство по недвижимости пойти. У нас есть партнеры, которые берут русскоязычных ребят вообще без опыта в этой сфере, без английского. Вот. Но тут нюанс того, что нужно самому оплатить себе жилье, оплатить себе перелет. Старт тяжелый. Да, и нужно выжить там какое-то время, да. А так в целом начать может каждый. И мы ей начали предлагать, и она услышала эту идею, она такая говорит, да, я хочу, наверное, я пойду, потому что у нее, по-моему, был риэлторский опыт в Крыму. И тогда она сказала, ну тогда вы мне верните деньги за обучение, мне же на что-то нужно будет там жилье снимать. Ну мы как бы такие, ну мы же информацию уже дали, мы не... Ты все отдала уже, да, все уроки, да? Да, вот. Это был второй, и третий еще там что-то было, ну то есть... Ну ты без проблем вернула, да? Не стала там вот это? Ну мы не вернули всю сумму. Мы вернули, менеджеры там рассчитали, как, что у нее там, что было открыто, какие модули были открыты, сколько созвонов она посетила со мной, вот, и от этого мы вернули какую-то сумму. Но что хочу сказать, поэтому на обучении, да, вот, если человек там условно, потом, если девушка или там парень трудоустроились, и им условно не понравилось, то тут как бы тоже мы сейчас добавили пару модулей про реальные сложности работы бортпроводника, в конце у нас там есть, и также мы добавили в модуле информацию про то, что сделать так, как себя вести на работе так, чтобы тебя не уволили, потому что у нас было несколько случаев, когда ребята трудоустраивались, мы им помогали, а они там что-то не то крутили, вертели, их уволили. У нас была девушка одна, которая
забеременела, и еще не прошло года ее карьеры в Emirates, и ее вот уволили за то, что она забеременела раньше времени. Ничего себе. А там это жестко, да, все строго? Ну, 3 года – это контракт первый. В первом контракте ты не можешь беременеть. Потом ты можешь уже, спустя 3 года ты можешь беременеть, уходить в декрет, но если ты в течение 3 лет забеременела, то тебя увольняют. Поэтому вот у нас была такая ситуация. Но тут как бы опять же, в самом начале этого пути я очень сильно там переживала, но это, наверное, от непрофессионализма. Когда ты уже набираешься опыта, ты понимаешь, что ты, во-первых, не несешь ответственность, это обучение. Вот условно я пошла в 2 университета. Да. Кто-то вышел из этого университета, зная английский, кто-то вышел из университета вообще не зная ничего. И поэтому мы не можем также, да, на обучении гарантировать, там, что ты пойдешь в университет и будешь счастлив. Да, там, я не знаю, может тебе не понравится. Вот. И еще у меня такой был затык в начале, когда, я помню, тоже я рекламировала постоянно свое обучение и говорила, и показывала только красивую сторону, да? И я даже пошла, по-моему, на какую-то коуч-сессию, когда я понимала, что меня это очень сильно как бы загоняет в рамки, что мне как будто бы кажется, что я должна им также говорить про сложности этой работы постоянно. И мне тогда этот коуч сказал, она говорит, скажи, говорит, когда Милка продает свой шоколад, она говорит о том, что у вас может быть диабет, у вас могут быть там проблемы со здоровьем от этой шоколадки. С зубами, да. Она говорит, или пиво, или когда что-то продают, не говорят о том, какие последствия, да, то есть ты продаешь продукт, ты должна показывать красивую его сторону. Условно человек, любой, человек осознанный знает, да, что работа бортпроводника – это не сказка, это реальность. Ну вот, например, я благодаря этой работе сделала какие-то определенные результаты. Мои кураторы, да, и это реально офигенная работа. Я на 100% это говорю сейчас вот искренне. Просто она сложная также. То есть там условно нужно порой работать со странными людьми, да, с неадекватными пассажирами. Да, моментами тебе нужно возиться с чем-то, что может быть тебе даже неприятно, да, то есть как, чисто даже брезгуешь. Лицо надо сохранять. Да, причем нужно лицо сохранять. Это может быть хамство, это может быть несправедливость, но это работа, реальность работы бортпроводника, тем более в арабском мире, там очень много разных культур, это не только условно люди, которые тебе плюс-минус понятны, это еще и непонятные для тебя люди, да, там, которые руками едят еду. Вот у нас на рейсах в Индию люди просто едят еду руками, эти вот пассажиры, да, и в моменте ты смотришь, и их еще же 300 человек, и ты смотришь, думаешь, где я вообще, что происходит? Или там, например, рейсы в Китай, просто сидит 300 пассажиров, да, чаще всего это там, не знаю, они вообще не знают английский, вообще не знают, и они начинают тебя снимать на видео просто так. Условно мы стоим, там у нас презентация там полета, да, это служба безопасности, и они все тебя снимают на видео, ты такой думаешь, что происходит вообще, почему они так себя ведут? Ну, то есть культурный шок там обеспечен, но это же закал, это для кого-то это очень интересно. Кому-то не нравится, увольняются, вот. Но у нас такое редко было, на самом деле. Поэтому я, мне кажется, не делаю ничего такого, что вот внутренне меня там... Там, знаешь, там такой момент просто был, что ты сказала, буквально недавно у тебя был сторис об этом, что высокая текучка вот, среди бортпроводников. Ну, текучка же не бывает. Вот, допустим, на фирме, когда высокая текучка, вот, просто по группе Бахчисарайнет, скажу тебе, вот, местная группа, все ее знают. Вот если магазин 3 недели подряд ищет сотрудника, все такие, так, все, там что-то не то. Прикол. Да, то есть уже как будто есть какой-то флер, понимаешь, от этого. И текучка, в хорошем месте же не бывает. Люди по 50 лет в одном месте работают, все, выслуга лет. А тут высокая текучка. Ну с чего это вдруг? Хорошая зарплата, бассейны в квартирах. Ну, что произошло? Что случилось-то? Да. Во-первых, количество людей. Мы говорим про 34 тысячи бортпроводников в авиакомпании Emirates. Да? В целом, да? Ну, вот, если мы говорим про количество бортпроводников сейчас, я могу, конечно, плюс-минус там ошибаться на пару тысяч, но на тот момент, когда я смотрела, 30 тысяч бортпроводников, которые работают в авиакомпании Emirates. То есть, условно, сразу мы можем уже отсеять этот вопрос, да, потому что бахчисарайский магазин сравнивать это понятно, но про количество, да, вот людей. Равно, условно, но я понимаю, высокая. Почему? Это сложная работа. Это работа, для которой многие люди не шли, то есть, условно,
врач, да, если он идет, устраивается в больницу, то, скорее всего, он там не будет бросать, потому что он 5 лет или там 6-7 лет, он учился здесь, ты условно прошел собеседование, тебе компания оплатила, все, люди не так ценят, да, многие. Они такие, ну, окей, попробовал, мне не понравилось, вот, и увольняются. И для кого-то вот эти вот там условно даже путешествия, это вообще не новость, люди многие, которые туда устраиваются, они уже увидели мир, вот, и $3000, $3500 зарплаты тоже немногим на самом деле кажется прям вау. Ну, не фонтан, да. Да, и не всем Дубай нравится. Есть люди, вообще на самом деле Дубай в принципе не всем нравится. Даже у меня было больше, наверное, учениц, которые им нравилась работа, но им не нравился Дубай, как для жизни. И вы, кстати, там были? Мы вот хотим поехать. Ой, будет классно. Мы вам вообще посмотреть. хотели до Стамбула, но в общем ближайшего. Да, и будет классно, если там, может, мы одновременно будем вообще. То есть, на самом деле, не всем там и нравится жить. Ну, вот, может, ребятам из Крыма прям идеально, но людям там из Европы, я бы, например, если я бы родилась и выросла в Европе, я бы никогда в жизни не жила бы в Дубае. Для меня это, ну, вообще... Ну, у меня как будто бы такое же чувство, честно говоря. Да. Ну, не знаю, посмотрим. Там, конечно, классно, там есть свой уровень комфорта, высокий уровень сервиса, чистота, там все, но все равно это не... Для меня эти страны, этот город, да, в целом, Дубай, это город для того, чтобы вырасти, реализовать какие-то свои цели и релоцировать дальше. То есть это финансовая такая мека, да, получается? Ну, просто да. можно заработать хорошо. Да. Вот, поэтому многим девочкам там не нравится в Дубае, и из-за этого тоже улетают, возвращаются там куда они домой. Вот. Почему текучка? Я думаю, что просто сложно очень. Вот. И многие, Emirates тоже, когда они рекламируют вакансию бортпроводника, они не говорят о том, что вы там будете условно... Полы, там, условно. Нет, полы они не моют, конечно, бортпроводники, но условно там обслуживать индусов, да, которые, ну вообще, то есть я ни в коем случае не хочу их обидеть, но, к сожалению, вот этим девочкам, молоденьким, красивеньким, образованным приходится обслуживать часто вот работников там строек, да, ну вот вы понимаете, да, или там, не знаю, людей, которые вообще, то есть они не знают, там crazy случаи были, там условно человек мог сходить в туалет, просто снять штаны и возле двери сходить в туалет. Это была ситуация на борту самолета Emirates. Хотя есть туалет, да, то есть он просто не понял, что есть туалет в самолете. Вот, но это жесть, конечно, поэтому, когда вот такие ситуации происходят, люди, конечно, говорят, блин, а что у меня что, 2 жизни, зачем я буду себя мучить, да? А кто-то говорит, окей, рейс в Индию потерплю, зато завтра лечу там в Австралию, да, это шикарно, ну, условно. А ты не выбираешь, да, в Индию? Нет, в Индию всем приходит, да. Конечно, там есть фишка того, что там можешь выбирать какие-то рейсы, но Индия, то есть какие-то арабские страны, она всем попадается, это прям... Это наш ваш, наверное, провизор. Так, что-то Саня себя плохо ведет, давай, 3 ходки в Индию, как гауптвахта. Кстати, да, такое как будто бы реально бывало иногда, какая-то карма. Я помню, взяла пару больничных, там что-то мне было плохо, я заболела, все, потом меня закидали какими-то разворотками, думаю, что они делают? Отдыхалась, да? Да. Ну, Вот. ты знаешь, это я понимаю, о чем ты говоришь, в принципе, с тобой согласен, и ты знаешь, как будто бы нет, вот не проговаривается вот эта оборотная сторона. Она же все равно есть. То есть, понимаешь, ну как тебе сказать, ты же как близкий друг, получается, человеку, и ты как мать, ты советуешь, слушай, ну там реально тяжело будет, там вот эти джетлаги, там то все, недосыпы, мы там не спим, толком не едим, там, ну вот такое, знаешь, ты как будто бы уже переходишь из разряда просто продать курс, а как реально советчик. Ты знаешь, и вот такой момент, те, кто устроился, ты показываешь там успешных, кто уже работает, что-то как-то, ты неудачные кейсы сама для себя фиксируешь вообще, вот человек прошел и не устроился. Есть такое вообще, бывает? Да, хорошо. Получается, первое, что хотела ответить на момент, это то, что говорю ли я им о реальности. На самом деле, смотрите, я не тот человек, который ушел из Emirates, разочаровавшись или там... То есть я бы не смогла, наверное, 3 года этим заниматься, если бы я бы обманывала кого-то или обманывала себя. Для меня реально Emirates это лучшее вообще, одно из лучших событий в моей жизни, да, ну вот, которое произошло со мной. Оно было переворотным, оно было самым ярким. И обучение в колледже. И вообще, я тогда просто, для меня это была просто реально мечта, сказка. Это все офигенно. Там офигенный колледж, офигенный тренинг. Они делают все на высшем уровне. И в целом работа очень интересная. Поэтому первые 3 года я вообще летала на энтузиазме, на таком, мне было все нормально. Даже когда мы летали в Индию,
Я читала просто Шантарама до этого. Для меня даже Индия и их запахи было очень интересно, потому что я говорила, блин, я как этот автор книги, да, там Шантарама, я там чувствую все эти запахи. Поэтому когда я продаю это обучение, я продаю то, что я однажды испытала. Но девочки, конечно же, тоже в какой-то момент там могут почувствовать там какие-то сложные стороны этой работы, но через время. Это не приходит сразу на самом деле. Сразу это может прийти только к человеку, который реально, ну, как бы, может, с Луны свалился, не знал, что бортпроводник должен работать, как бы, да. Но таких у нас не было. Те девчонки, которые приходят ко мне кажется, они на такой же вот волне, как и я. Они готовы работать, им все нравится. Вот, они говорят, что да, сложно, там, но они в шутку говорят, это так же, как и я, да, там, ну, типа, да, там, сегодня разворотку сделала, а так в целом все хорошо. Вот, поэтому тут ни в коем случае нет такого, что я там на курсе, я им говорю, так, ребята, это все было вранье, теперь слушайте реальность. Нет, это не так, работа, она есть работа. Условно, то, что компания обещает, она дает. Ты путешествуешь, ты остаешься в топовых отелях, у тебя есть хороший доход, всегда он вовремя, никогда там нет никаких задержек зарплаты или еще что-то. Тебе дают визу, тебе дают медицинскую страховку, у тебя есть accommodation, тебя ни в коем случае не поселят там, не знаю, с парнями, да, там, или там у тебя какие-то твои нормы нарушат, или там твои какие-то ожидания. У тебя будет классное жилье, чаще всего они в центре. Соцпакеты очень хорошие. Да, конечно, тебе оплатят перелет твой. Поэтому, нет, просто это сложная работа, так же, как и врачи, ну, так же, как и все другие люди, даже преподаватели. Я работала учителем, это тоже сложно. Вот, сложности есть везде, поэтому это нормально, но такого нет, что прям ожиданий, реальность, это не та история. У многих даже наоборот ожиданий меньше, чем на самом деле там Они очень же не знают круто. всю жизнь там. Просто Да. понимаешь, здесь, наверное, знаешь, еще что сыграло? То, что ты с условного нуля стартовала, и для тебя эти деньги были прям откровением. Да. А если человек пришел из этой суммы, он как бы думает, ну что я буду размениваться? Да. Я эти деньги уже имела, там, или там нормальная семья богатая, какая Да. состоятельная. Просто вот старт важен, да, откуда человек пришел. Да, важно. Но на самом деле деньги, мне кажется, тогда даже не деньги. Конечно, я тогда на тот момент, у меня никогда не было там подобных денег, да, и тут я получаю зарплату, первую свою там $3500. Я вообще тогда думала, так, подожди, а на эти деньги можно дом купить? Такая, $3000 я могу дом купить? А потом такая, в какой-то момент я понимаю, ага, чтобы дом купить нужно, ого, сколько еще зарабатывать. И тогда я, наверное, блог начала делать. Реально, я помню, с первой зарплаты я думала, я все могу теперь купить, машину, дом куплю. А когда считаешь, такой, охренеть, мне там надо 5 лет работать, чтобы дом купить, да, там, ну, даже не дом, какую-то квартиру. Ну, что-то. Да, что-то. Вот, но, наверное, дело даже не в деньгах тогда было. Просто, условно, вот моя ситуация до, там, да, мечтать просто слетать куда-то, хоть куда, мне было без разницы, да, там, в соседнюю страну, Вылететь, да. в Турцию просто. И тут я лечу, у меня там первый месяц полетов, я лечу в Австралию. Я просто разрыв каких-то стандартов. Я в энциклопедии последний раз там видела Австралию, да, там в детстве. И тут я лечу туда. Условно, там, не знаю, первый тоже, у меня вообще был первый operational рейс в Париж. Ну, то есть это люди всю жизнь Сразу могут сказка мечтать, вообще. да, там, о этом направлении. А тут я раз и сразу. Поэтому точно не про деньги была история. История была именно про свободу. Ты летаешь по всему миру, и тебе платят за это деньги. То есть, условно, летя в отпуск, я такая думаю, блин, ну классно, конечно, на деньги трачу, блин. А так ты, получается, вроде как и работаешь, и деньги зарабатываешь, еще и путешествуешь, думаешь, вообще просто офигенно. Первое время я даже помню с подругой, которая вот тоже из Эмирис была, она была из Белоруссии, и она до этого работала в отеле в Дубае. Она говорит, мне вообще кажется, я в каком-то детском лагере, говорит. Для меня это все так легко. И плюс там же еще коллектив такой молодой, ты постоянно Все в каком-то... friendly, да? Да, ты постоянно в какой-то тусовке, ты не один. Не знаю, это вообще, это реально офигенно. И я искренне рекомендую, вот, если у человека есть такие амбиции, попутешествовать, да, что-то заработать, попрактиковать английский, Эмирейтс — это прям идеальное решение. Несколько лет, если дальше какие-то хочется что-то дальше реализовать, конечно, нужно вовремя уйти, нужно с четким пониманием, да, идти. Зачем ты в эту компанию? Не застояться там, Да, не застояться, 100%. Потому что есть те люди, которые, вот, например, туда приходят, и они говорят, это лучшая компания, и вообще зарплата такая высокая. Я помню, когда я уже поняла, что на $3000 ты особо ничего-то и не купишь, да, ну, iPhone купишь, да, окей. Ну, дом можно в ипотеку взять, да, там, но сам ты и не купишь. Я начала понимать, что, оказывается, не так уж много нам платят, да, там, условно, топ-менеджеру больше платят в Дубае, да.
А есть люди, которые реально, вот, кстати, парни, очень много я встречала парней, они прям говорили, да у меня такая хорошая зарплата, как, типа, я же столько зарабатываю, я такая думала, блин, мы же вообще-то не так много зарабатываем. Какие-то амбиции, видимо, у меня были. В этот мир, где уже много было тех, кто очень много зарабатывает. Да, да. Ну, то есть дома-то тяжело на фонтанах встретить таких людей? Нет, почему? У меня очень успешный дядя, у меня были в семье люди, на которых я могла... Среда, это же не твоя среда, Ну, дядя да. не твоя среда. Ну, там, а условно, когда ты видишь одногруппники, пацана, который да. тебя на год старше, и он там, условно говоря, очень себя хорошо чувствует, Да. ну, это все в сравнении же идет. Да. Да, это интересно. И я думаю, что блог, вот я, как никто другой, смотрела вот эти блоги каких-то там девчонок, которые там в 25 лет что-то крутое делали, да, там, или условно, вот есть один молодой предприниматель, как его зовут, господи, Ильмаз, по-моему, он вообще англичанин, по-моему. Он тоже начал YouTube, потом он начал продавать обучение по агентству, рекламному агентству, у него было свое рекламное агентство, он вообще просто с нуля начал, и сейчас он один из самых топовых предпринимателей. Блин, я, наверное, неправильно сказала имя, но... Я так насколько не знаю, не Нет? понял. Но он очень популярный на самом деле. Конечно. И он один из лет. самых молодых таких предпринимателей. Ну, не суть, потом я, если что, Ты знаешь, вот я часто себя ловил на мысли, что мы реально живем в уникальное время, и ты можешь просто с помощью какой-то платформы, ну тоже YouTube, да, ты реально можешь вырасти очень сильно. Да. И этого 10 лет назад этого не было. Я вот кому говорю, что я в интернете с тех пор, когда YouTube не существовало. Вот реально, я сидел, у нас был Яндекс, поисковая система, и YouTube не было еще. И я такой, раз YouTube, а что это? А люди уже живут в нем, и они уже выросли с этим Ютубом, и думают, что он всегда был. Понимаешь? И осознавание, понимание того, что сейчас YouTube реально, он дает такие, просто нужно поработать немножко. Поработать бесплатно, поработать, ну, сама все знаешь, да, это. Поэтому, да, это очень интересно. Еще вовремя, знаете, мне кажется, нужно не побояться сделать то, что не делают другие. Потому что на тот момент, когда я переехала в Дубай, и я начала делать свой блог, многие на меня, это было условно 7 лет назад, и многие на меня тогда смотрели и думали, что она делает вообще, неужели она там не стесняется, да, там, снимать себя вот так, разговаривать. И я уверена, что многие смотрели реально вот так. А на тот момент для кого-то это был кринж, но я на тот момент чувствовала, что в этом есть потенциал. И вот с Ютубом, да, ведь люди какие-то, когда они только-только начинали, они не знали даже о такой профессии блогеров, да, но они делали, и тогда тоже кто-то их осуждал, говорил, что это вообще такое. Все осуждали. Да. Ни один канал без осуждения не вырос, это 100%. Потому что ты когда внизу, когда у тебя 300 подписчиков, вот у нас был период, когда у нас было просто 300 подписчиков, и они стояли долго. И я своему звукорежиссеру говорю, Джамиль, вот у нас когда 1000 подписчиков будет, вот мы там что-то там, понимаешь, то есть и я отдаю себе отчет, что это очень тяжело, реально, то есть вырасти тяжело. Поэтому, конечно же, хорошо, что ты почувствовал этот момент, понимаешь, потенциал. А многие-то останавливаются на этих деньгах. Получаешь хорошие деньги, все нормально, что там, это закрыл, это купил, телефон купил, все, жизнь хороша. Да, вот когда можно дом купить вот так раз, тогда, мне кажется, нормально. Но когда на дом нужно копить, это еще не предел. Это мысль интересная, да. Так, ну ладно, Саня, все, тогда мы будем завершать. Сау, я, честно говоря, огромную благодарность испытываю, что ты просто, вот я думаю, сейчас я скажу в 10 утра, думаю, блин, человек с ночного рейса прилетел, вот это зачем я ее буду мучить? Вот честно, я думаю, может сказать себе, ладно, может в другой раз, а потом думаю, возможность такая может быть просто уже не быть. Поэтому благодарность, что ты пришла, уделила нам свое время, очень благодарна. И смотрите, надеюсь, что у нас будет возможность чуть-чуть подольше посидеть, потому что у меня много было тем с тобой, о чем можно было обсудить. И самое главное, за что я испытываю гордость, что ты во своем блоге всегда говоришь, что ты крымская татарка, что ты из Крыма. И знаешь, многие, когда растут, они как будто бы хотят немножко отдалиться от этого и стать таким международным, чтобы быть всем. Всем нравится, гражданин мира такой весь, все такая, я там и тут, я там, я с вами везде. А ты говоришь, да, я крымская татарка, там все. Причем периодически все время ты это делаешь. За это тебе большая благодарность, что ты наш народ, ты все равно продвигаешь. Ты продвигаешь, мы продвигаем, мы все, мы немножко себя толкаем. Поэтому Сау. Сау, что пригласили. Надеюсь, что было интересно. Ну, мне было интересно. Класс.